Сегодня в Коми числится почти 26 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И больше 6 тысяч из них зарегистрированы в селе. Там в основном занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, лесозаготовкой и сельским хозяйством. В День российского предпринимательства в Прилузском районе провели форум на тему организации и развития бизнеса в сельской местности. О том, как живется бизнесменам в Объячево, расскажет Анна Зубарева. Это живописная картина «Дом на берегу озера», проект местного бизнесмена Бориса Тинькова. Сперва мужчина хотел лишь создать в селе место для семейного отдыха, куда можно было бы прийти, попить чай и покататься на катамаранах. Все в итоге переросло в настоящий туристический объект, полноценную базу отдыха. И все бы хорошо. Одно «но». При строительстве вышли за границу своей земли. И вроде бы уже в суде Борис доказал, что никакого вреда природе не наносит, а все равно начать деятельность по закону не имеет права. Очень много проблем с оформлением земли, получением собственности. Это муторный и долгий процесс, который тяжело проходится и не так быстро. Сдаваться Борис не собирается, сносить постройки само собой тоже. Юридически все еще можно уладить и бизнес наконец запустить. Сегодняшние гости из Сыктывкара во главе с министром экономического развития Эльмирой Ахмеевой уже подсказывают, как это сделать. А это еще одно местное предприятие. Деревообрабатывающее производство работает уже 20 лет. Недавно закончилась аренда леса, а потому и штат здесь сократили. Как бы и вовсе станки не встали, боятся местные. Минэкономразвития ищут варианты, как помочь семейному бизнесу. Один из них – социальное партнерство с крупными игроками в лесной отрасли. Следующий объект – 2 в 1 – швейная мастерская и текстильная лавка. 2 сельчанки занимаются этим бизнесом уже 6 лет. Недавно, чтобы расшириться, переехали в новое помещение и столкнулись с размером коммунальных платежей, к каким не были готовы. Говорят, зимой и вовсе работали себе в убыток. Вопрос тарифов сейчас на карандаше у Минстроя и Минэкономразвития. Тарифы, да, наверное, это не только Прилузский район, это большинство малого бизнеса. Такой же вопрос есть у нас в арктической зоне Российской Федерации. И на сегодняшний день планируется заключение соглашения с МРСК, где для арктических резидентов, возможно, будут установлены какие-то более льготные условия. Я думаю, что после того, когда мы запустим проект там, возможно, будет его применить уже на всей остальной территории Республики Коми. И даже несмотря на все сложности, текстильная лавка продолжает работать и развиваться. Услуги по пошиву и ремонту одежды, коллективные заявки на костюмы, а еще шторы, скатерти, постельное белье, весь домашний текстиль. Все с недавних пор можно заказать и через группу ВКонтакте. Открыть для себя социальные сети подтолкнула пандемия. Швеи не боятся говорить о перспективах, уже закупили новое оборудование. Есть желание взять на работу дополнительных сотрудников. Мы живем в своем селе, да? Мы никуда не собираемся уезжать со своего села. Мы здесь строим дома, растим детей. Мы хотим развиваться, да, и жить в своем селе, чтобы деньги наши оставались в селе, чтобы наши детки, получая образование, возвращались сюда, а не думали о какой-нибудь там Москве или другой перспективе, да. Вот, пытаемся своим примером показать, что у нас есть работа. В Прилузском районе сегодня 450 субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы познакомиться с местными бизнесменами, на форум в Объячево приехал и гарантийный фонд, и микрокредитная компания, общественные организации и делегация от Центра развития предпринимательства. В принципе, бизнесу в сельской местности не просто развиваться даже в спокойный период. А ковидная история добавила им сложностей. И сегодня переход в онлайн, какие-то современные инструменты необходимо доносить до бизнеса в сельской местности. Наша задача сегодня донести сельскому бизнесу все меры поддержки, которые сегодня государством предоставляются вот в этот постковидный период. Ну и немножко с ними поговорить, обсудить их проблематику. Все-таки, когда из первых уст это слышишь, с этим проще работать. Региональный центр «Мой бизнес» – одна из возможностей для предпринимателей развивать потенциал своего детища. На одной площадке можно получить консультационные услуги, освоить образовательные программы. Также в этом году в регионе начал работать новый экспертный консультативный орган при главе Коми по развитию сельских территорий. Пилотным муниципалитетом, на котором опробуют комплекс мер, выбран как раз Прилузский район. Предприниматели создают и рабочие места, пополняют госбюджет налоговыми отчислениями, участвуют в социально-экономическом развитии района. И точно никто не поспорит. Бизнес заслуживает уважения и поддержки. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Прилузский район.